Benvenuti nel TG Russo. Приветствую вас в студии российских теленовостей. Открытие Дней культуры России во Вьетнаме. В завершении официального визита в Социалистической Республике Вьетнам Владимир Путин выступил на церемонии открытия Дней культуры Российской Федерации во Вьетнаме. Перед началом церемонии президент России и президент Вьетнама Чонг Тан Шанг осмотрели выставку «Российско-вьетнамские отношения» в объективах корреспондентов и Тартас и ВИА, организованную информационными агентствами двух стран в рамках программы Дней культуры России во Вьетнаме. В выступлении на церемонии открытия Дней культуры России во Вьетнаме Владимир Путин выразил уверенность, что запланированные мероприятия послужат дальнейшему укреплению двусторонних отношений. Мы будем и дальше способствовать расширению двусторонних культурных обменов, тем более, что и в России растет интерес к вьетнамскому искусству и истории. Мы ждем встречи с вьетнамскими артистами в рамках Дней Ханоя в Москве, которые состоятся уже в конце ноября. У нас также будет много возможностей и поводов, чтобы вместе реализовать новые проекты в гуманитарной сфере. В 2014 году 20-летие подписания договора о дружбе, а в 2015 году 40-летие объединения Вьетнама и 65-я годовщина установления дипотношений. Новость опубликована 12 ноября пресс-центром Кремля. Встреча президента России с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. 11 ноября в Екатеринбурге перед началом пленарного заседания форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана состоялась встреча Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Главы государств обсудили развитие российско-казахских экономических связей. Владимир Путин отметил, что Казахстан стал одним из ведущих торговых партнеров для многих российских регионов. В настоящее время 76 из 83 субъектов Российской Федерации имеют экономические связи со всеми 14 казахстанскими областями, а также с городами Астана и Алма-Ата. Подписано более 200 межрегиональных соглашений о сотрудничестве в различных сферах. Нурсултан Назарбаев также заметил, что созданы совместные предприятия, товарообмен между регионами-соседями. Поставки казахстанского сырья, ферросплавов, бокситов, товарные потоки в Россию со стороны Казахстана. Таможенный союз, единое экономическое пространство, будущий Евразийский экономический союз откроют еще большие возможности для сотрудничества. Позднее президент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приняли участие в 10-м форуме межрегионального сотрудничества двух стран. По итогам работы форума в присутствии президентов двух стран подписан пакет документов. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев подписали договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и сотрудничестве в 21 веке. Позже главы двух государств сделали заявление для прессы. Новость опубликована 11 ноября пресс-центром Кремля. В Сеуле прошли российско-корейские переговоры. Глава российского государства прибыл с официальным визитом в Республику Корея. В Сеуле состоялась встреча Владимира Путина с президентом Республики Корея Пак Кын Хе. На встрече обсуждались актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня, а также ситуация на Корейском полуострове. Путин подчеркнул значимость взаимодействия с Республикой Корея по различным направлениям, в том числе в интересах модернизации экономики регионов Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Президент Пак Кын Хе отметила, что правительство Республики Корея придает большое значение развитию отношений с Российской Федерацией в контексте продвижения курса на укрепление сотрудничества в Евразии. По итогам переговоров подписан пакет документов о сотрудничестве в различных сферах. В рамках официального визита в Республику Корея Владимир Путин принял участие в работе российско-корейского бизнес-диалога, встреча ведущих представителей бизнеса двух стран, где президент России выступил с речью, изложив свое видение перспектив экономического сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности с Южной Кореей. Новость опубликована 13 ноября пресс-центром Кремля. Встреча с участниками Всероссийского съезда муниципальных образований. 8 ноября в Кремле Владимир Путин провел встречу с участниками Всероссийского съезда муниципальных образований. На встрече обсуждались вопросы укрепления финансово-экономических основ муниципальных образований, оптимизации полномочий органов местного самоуправления, повышения эффективности участия граждан в осуществлении местного самоуправления. Путин отметил, что одна из наших важнейших задач для России – развитие сильного, независимого местного самоуправления,
а муниципалитеты должны стать в полном смысле состоятельными и прежде всего в финансовом плане. Наша общая задача – найти баланс между объемами полномочий и объемами ресурсов муниципалитетов, закрепить четкую ответственность за каждым уровнем власти и установить долгосрочные правила игры. Также Путин в вопросе о взаимодействии с контрольно-надзорными органами напомнил о законопроекте, который ограничит возможности разного рода проверяющих органов вмешиваться в работу муниципалитетов. В соответствии с этим законом предполагается сделать ограничения для контрольно-надзорных органов. Органы контроля и надзора не смогут требовать от муниципалитетов проведения мероприятий, не относящихся к сфере их ответственности, и тратить на них средства из муниципального бюджета. Контрольно-надзорные органы будут проводить внеплановые проверки по согласованию с прокуратурой субъекта Российской Федерации в случае обращения по фактам массового нарушения прав граждан. Новость опубликована 8 ноября пресс-центром Кремля. Россия подаст заявку на проведение Всемирного чемпионата рабочих профессий в 2019 году. Россия подаст заявку на проведение Всемирного чемпионата рабочих профессий в 2019 году, сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин. Благодаря усилиям Агентства стратегических инициатив в России был запущен проект по проведению национального чемпионата рабочих профессий. Идея, безусловно, очень важная, интересная и востребованная. Прежде всего, с точки зрения повышения престижа рабочих профессий. Предлагаю направить заявку России на проведение Всемирного чемпионата рабочих профессий в 2019 году и прошу агентство организовать такую работу, сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Мне кажется, что проведение Всемирного чемпионата рабочих профессий как никогда востребовано, и востребовано именно сейчас, добавил президент. Президент также заявил, что России необходим отечественный механизм оценки реализации национальной предпринимательской инициативы и регионального стандарта в субъектах. Глава государства подчеркнул, что национальный рейтинг должен быть объективным и отражать реальную ситуацию. Он также должен быть открытым и публичным, с тем, чтобы мотивировать регионы ориентироваться на опыт лидеров и помогать им использовать лучшие практики работы с инвесторами. Важно, чтобы национальный рейтинг был в полной мере объективным и беспристрастным, пользовался безусловным доверием у предпринимательского сообщества. Поэтому рейтинг должен быть построен на оценках самих предпринимателей. Исходим из того, что совокупность их мнений и есть интегрированный показатель качества инвестклимата, добавил глава государства. Путин напомнил, что в создании рейтинга участвуют все ведущие деловые объединения страны и поручил АСИ координировать эту работу. Новость опубликована 14 ноября на сайте ИТАР-ТАСС. Российская национальная театральная премия «Золотая маска» в 20-й раз объявила номинантов. Юбилейной, 20-й по счету, станет очередная церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Она состоится 18 апреля на исторической сцене Большого театра. Об этом было сообщено 14 ноября на пресс-конференции в Москве. Здесь также был оглашен список претендентов на награды в основных номинациях. Как всегда, премии удостоятся лучшие работы во всех видах театрального искусства – драма, опера, балет, мюзикл, театр кукол. В этом сезоне эксперты отсмотрели рекордное количество спектаклей, их оказалось 760, сказала генеральный директор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина. По ее словам, это немыслимая цифра и огромная ответственность. Ведь лучшие постановки как раз и выдвинуты на конкурс. Впрочем, как отмечалось на пресс-конференции, похоже, российский театр переживает ренессанс. Таково мнение экспертов, которые справедливо считают, что в прошлом сезоне было выпущено большое количество хороших спектаклей. Оценивать соискатели «Золотой маски» по традиции будут два жюри. Одно будет судить драматические спектакли, другое – музыкальные. Правда, пока состав этих судейских коллегий еще не определен, и кто их возглавит, тоже пока неизвестно. Как было сообщено на пресс-конференции, состав судейских коллегий и их председатели будут названы 9 декабря. Тогда же будут обнародованы имена лауреатов самых почетных номинаций «За честь и достоинство» и «За поддержку театрального искусства России». Основные победители юбилейной «Золотой маски» будут объявлены лишь 18 апреля на торжественной церемонии в Большом театре. «Золотая маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России,
как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства. Лауреаты награды определяются на ежегодном фестивале спектаклей номинантов. Смотр проводится Министерством культуры Российской Федерации и правительством Москвы. Новость опубликована 14 ноября на сайте Итар-ТАСС. Благодарю за внимание. Увидимся на следующей неделе. Grazie per l'attenzione. Ci vediamo settimana prossima. Questo programma è stato realizzato con il patrocinio dell'Istituto di Cultura Russa Mikhail Lermontov di Napoli.